Эфир нашего телеканала продолжит информация об эпидемиологической обстановке в регионе на 11 часов 30 апреля. Предлагаем вашему вниманию брифинг главы Якутии Айсена Николаева. Айсен Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в Якутии. Ситуация остается сложной. У нас в результате большого количества проведенных мероприятий по выявлению круга лиц по больным по офтальмологической больнице и в рамках работ по выявлению круга лиц, которые контактировали, скажем так, те, кто уехал в Аймекон, рабочие, но они были здесь до этого в Якутске, выявлены достаточно большие группы людей, имеющих положительные анализы в Якутске, и по первой, и по второй группе, и с учетом них за последние сутки по Якутску количество положительных анализов составило 25. Это много, но я еще раз говорю, там это основные две группы. Это те, кто по офтальмологии идут, и члены их семей, а также это работники вахтовые, которые здесь остались, а часть уехала в Аймекон, и по ним там по двоим был положительный анализ. Здесь они тоже все изолированы. Были изолированы в обсерваторе, но сейчас анализы положительные. Вместе с тем, конечно же, есть и контакты другие положительные по Якутску, поэтому ситуация по Якутску на самом деле достаточно серьезно усложняется. У нас два новых случая по Алдану, опять же внутри периметра, это работники обсерватора. Здесь даны указания нами, чтобы все-таки работы по сохранению здоровья работников обсерватора все-таки проводились на должном уровне. У нас по Алдану уже несколько случаев заражения работников обсерватора именно. И, к сожалению, у нас появились первые случаи заражения в Кобейском и Мегино-Кангаласском улусах. В обоих случаях источники установлены. Это по Мегино-Кангаласскому предполагается демобилизовавшийся молодой человек, от которого заразилась мать. А по Кобяям, по Сангарам, там человек приехал из-за пределов республики на похороны своего ближайшего родственника и оказался с положительным анализом коронавирусной инфекции. Здесь еще раз говорю, что вопросы самоизоляции, они крайне важны, даже в самых таких, казалось бы, случаях важных для человека. Надо понимать, что потенциальное заражение коронавирусом, оно возможно, и тем самым представляется угроза для очень большого количества людей. Все меры безопасности и по Мегино-Кангаласскому улусу, и по Кобейскому сейчас принимаются, анализы обрабатываются, результат будет к завтрашнему дню. По Чаяндинскому месторождению хочу сказать, что сегодня уже ведется конкретная работа по механизмам вывоза людей с месторождения. В первую очередь надо понимать, что речь идет не о «Газпроме», который продолжает свою работу на месторождении, а речь идет в первую очередь о строителях, о подрядных организациях, которые выполняют работы там на объекте. Их несколько тысяч, но еще раз говорю, в первую очередь мы должны сейчас здоровых в те регионы, откуда они приезжали, по направлению, по согласованию с как раз Стройтрансгазом, уже вывозить. Я думаю, что эта работа у нас к воскресенью начнется. Сегодня к вечеру на Чаяндинское месторождение будет доставлен мобильный госпиталь силами МЧС России. Такое поручение дало правительство Российской Федерации. Уверен, что это все позволит в ближайшее время уже не только локализовать очаг заражения, он уже локализован, а уже реально приступить к лечению людей на месте. Еще раз говорю, главная задача на сегодняшний день максимальными быстрыми темпами людей вывести как раз работников подрядных организаций с уже вахтовых поселков. Спасибо. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с информацией о COVID-19 в регионе на 11 часов 30 апреля. Не переключайтесь.